Я думаю, что здесь очень важно, что был продемонстрирован пример. То есть, когда ведется дискуссия и общими фразами, сложно и участникам иногда бывает, и зрителям воспринимать эту информацию. А вот когда есть наглядный пример, например, с той же Пицундой, что мы потеряли бы часть юрисдикцию на части своей территории, это красная линия, о которой общественность очень активно говорила, но власть игнорировала. Этот момент сослались в итоге на уже камень, который нельзя было обойти, это эти координаты, но фактически в этом соглашении гораздо больше заложено, таких мин было. Вот с этими координатами как будто бы мы увели разговор от сути этого соглашения. Я хотел бы передать слово Руслану. В таком ракурсе попросил бы, вы знаете, для того, чтобы отвечать на вызовы времени, очень важно, чтобы политическая элита страны соответствовала духу и вызовам, которые есть. Вот в этом контексте, может быть, мы какие-то эпохи можем сравнить, нынешнюю и из прошлых, и насколько, на ваш взгляд, политическая элита Абхазии сейчас может отвечать и отвечает этим вызовам? Спасибо. Я скажу следующее, очень коротко. Главное, с моей точки зрения, это духовное возрождение культуры, язык, традиции. Все средства, на мой взгляд, еще раз говорю, надо бросать туда. Тогда вам будет и экономика, тогда будет все. Потому что, я же говорил, не хочу быть резким и грубым, резким. Самый страшный враг – наше невежество. Страшный враг, понимаете? Исторических примеров много, коротко. Мы всегда умели себя защищать. Вот в IX веке историки знают, трижды крупные византийские экспедиции были разгромлены албанскими. Последний раз они потеряли 40 тысяч человек. Абхазов тоже очень много погибло. И поэтому уже по преданию, я говорю по источникам, по преданию, рыбу мы не ели морскую. Не замахозуйство еще с тех, свыше 1000 лет тому назад. Я к чему говорю? Конечно, нужно начинать с детей, с молодежи, прививать им любовь. Начиная с песен, традиций. Не ради показухи, а это большое духовное начало нужно. Чтобы большое духовное начало должно быть. Все средства, еще раз повторяю, ребята Рыпатус-Хуикуб, они занимаются этим делом от души искренне. Каждый из нас, не только из сидящих здесь, внешне находящихся, каждый может помочь, мыслящий человек, как это говорят, агуахзгро, кондук сильно. Это нужно преподносить, воспитывать. И я думаю, что все будет нормально, потому что наша культура, наш язык. Не хочу повторения, но скажу простую фразу. У нас понятие ахаца и герой, мужчина, одно и то же. Значит, народ нес дух воина. Они шли по пути воина всегда. Когда читаешь вот эти Бусидо и так далее, думаешь, видно, что где Япония, где Кавказ, кавказское влияние очень сильное. Спасибо. Я два слова скажу, коротко. События 1866 года, 1877 года, восстание абхазского народа. Почему произошли? Земельный вопрос, несовместимость нашего права, наших традиций, наших обычаев с российским законодательством. Конкретно, там очень... То же самое происходит и сегодня. На одни и те же грабли разве можно наступать? Я хотел отметить